Всем привет! Вы на канале Движение за независимость Саха. Неделя выдалась показательной, и начнем мы ее, пожалуй, со стройки. На этой неделе был арестован, в кавычках это слово, да, известный якутский модник, строитель, друг сына Эрдогана, по совместительству руководитель Союза строителей Якутии Айхал Габышев. По крайней мере, так эта история сначала выглядела в заголовках. Обыски, допросы, громкие формулировки, все как положено. Правда, есть нюанс. Ареста как такового нет, подозреваемых в уголовном деле тоже нет, а само уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц. И все фигуранты, включая самого Габышева и его брата тоже Габышева, проходят в статусе свидетелей. Но для информационного шума это, как известно, мелочи. Формальный повод – строительство детского сада на 315 мест в микрорайоне Звездный в городе Якутск. Контракт на 642 миллиона рублей был заключен в ноябре 2023 года между ООО «Адгезия» и Республиканским ипотечным агентством. Срок сдачи – декабрь 2024 года. По факту, к марту 2025 года готовность объекта составила 16%. Это, по сути, была даже не коробка, а просто какая-то строительная декларация о намерении. И здесь начинается самое интересное. Почти 8 месяцев после заключения контракта полная тишина в отношении строительства. В карточке госзакупок нет ни актов, ни претензий, никаких вообще тревожных сигналов со стороны заказчика. Затем летом 2024 года стороны спокойно подписывают акты выполненных работ. Без публичных претензий, без штрафов, без скандалов. А потом снова молчание. И до марта 2025 года продлилось это молчание. Только тогда заказчик внезапно расторгает контракт в одностороннем порядке. Возникает закономерный вопрос, который почему-то так долго никого не волновал. Если стройка проваливалась с самого начала, где был заказчик? Где контролирующий орган? Где надзор? Где реакция на очевидный срыв сроков? И почему подрядчик продолжал осваивать бюджетные средства, если результата не было? Через 2 месяца после расторжения контракта РИА подает иск почти на 300 миллионов рублей, аванс плюс неустойка, и параллельно заявляет о мошенничестве. Теперь РИА подчеркивает: мы истцы, мы инициаторы, но мы не соучастники этого преступления. Формально все, конечно, выглядит безупречно, но это выглядит как срочная попытка выйти из кадра ровно в тот момент, когда ситуация запахла не только цементом, но и уголовной ответственностью. Сейчас в арбитраже идет затяжной процесс. Адгезия и Союз строителей Якутии оспаривают односторонний отказ от контракта, заявляя о внешних препятствиях, в частности, о земляных работах водоканала, которые, по их версии, фактически блокировали стройплощадку. Республиканское ипотечное агентство, в свою очередь, привлекает Минфин и прокуратуру. Стороны готовятся не к компромиссу, а к затяжной войне. И ключевой момент во всей этой истории – деньги. И это не просто республиканский бюджет, это средства инфраструктурного бюджетного кредита. Это федеральные миллионы, за которые регион отчитывается строго и, в общем-то, отдельно. Да? И если в Москве, и когда в Москве спросят, почему детский сад превратился в долгострой с уголовным шлейфом, ответ, что подвел подрядчик, вряд ли их устроит. А мы, в свою очередь, хотим спросить, сколько это будет продолжаться. Пока мы находимся в составе Российской Федерации, которая навязала буквально нам вот эту систему коррупционную, рыба же сгниет с головы, да, правильно же, да? Все идет оттуда, из Кремля. Пока мы находимся в составе, они все будут воровать. Поэтому только независимость спасет нас от тотальной коррупции, которой больны не только в Республике Саха. У нас в республике внезапно выяснилось, что греться – это роскошь. Счета за электроэнергию в 30, а то и 50 тысяч рублей в месяц стали нормой для Сунтарского и Нюрбинского улусов. И это обычные дома, в которых живут
совершенно обычные семьи. Они не занимаются никаким, допустим, майнингом, да, никакими энергозатратными вещами. Да. Это просто электроотопление в негасифицированных улусах. Причина – реформа тарифов. Льготный лимит для тех, кто тратит 6500 киловатт в час. Все, что выше, по повышенному тарифу, а потом и по коммерческому. В результате семьи с доходом около 40 тысяч рублей на человека получают счета, сопоставимые с их месячным заработком. Особый штрих – все это происходит рядом с Вилюйским каскадом ГЭС. Вот такая ирония судьбы. Электроэнергия есть, но дешевой она быть не обязана. Власти уверяют, 93% укладываются в лимиты. Правда, забывают уточнить, пока укладываются. Федеральная практика уже показала, как льготные диапазоны сначала вводят, а потом тихо уменьшают. Экономия для бюджета почти 100 миллионов рублей в год. Заплатит, как всегда, за это население. И, наконец, новость из алмазной отрасли, вернее, алмазогранильной отрасли. Как известно, Республика Саха – мировой лидер по добыче алмаза. Но с огранкой как-то у нас не сложилось. Алмазогранильные компании «Алмазные технологии» и «Север Алмаз технологии», которые проработали в республике десятилетия, ушли в банкротство. Их владелец Борис Романов напрямую обвиняет Алмазэнергенбанк, мы знаем, чья это вотчина, в том, что именно действия этого банка фактически уничтожили гранильный бизнес. И это уже не частный корпоративный конфликт, а показательный кейс того, как у нас в республике последовательно демонтируется целая отрасль с 20-летней историей. На этой неделе бывший руководитель компании Борис Романов публично обвинил Алмазэнергенбанк в действиях, которые, по его словам, привели к фактическому разорению предприятий и убыткам почти в 500 миллиарда рублей. Речь идет о событиях, которые начались еще в пандемийные годы, но завершились банкротством и ликвидацией бизнеса сегодня. Кредитные отношения между Алмазэнергенбанком и алмазогранильными компаниями начались задолго до кризиса. В 2016-2017 годах были заключены кредитные договоры, обязательства по которым обеспечивались залоговым имуществом и личными поручительствами. Бизнес работал, продавал, платил до того момента, когда пандемия COVID-19 фактически парализовала рынок сбыта. В 2021 году стороны подписали дополнительные соглашения о продлении сроков кредитов и новом графике выплат. Казалось бы, стандартная антикризисная процедура. Однако вскоре банк, Алмазэнергенбанк, несмотря на действующее доп. Соглашение, обращается в суд с требованием о досрочном взыскании задолженности и добивается ареста товаров в обороте и денежных средств компании на сумму более 463 миллионов рублей. Фактически это означало мгновенную остановку бизнеса. Производство, продажи, расчеты – все это было заблокировано. При этом позже суд отказал Алмазэнергенбанку в иске, указав, что требование о досрочном взыскании было незаконным. Срок исполнения обязательств на тот момент еще не наступил. Но ключевой момент – время. Обеспечительные меры были сняты только в декабре 2022 года, то есть более чем через год. За это время компании утонули в долгах, лишились оборотных средств, сорвали контракты и фактически потеряли рынок. Ущерб, по оценке Романова, составил 445 миллионов рублей. Попытка взыскать этот ущерб с банка в 2025 году ничем не закончилась. Якутский горсуд оставил иск без рассмотрения, указав, что в отношении компании уже введено конкурсное производство. Формально все по закону, но по факту бизнес уничтожен, гранильная отрасль уничтожена, и спор о причинах уничтожения признан неактуальным. При этом еще в январе 2023 года сам Алмазэнергенбанк подал заявление о банкротстве обеих компаний, указав долг более 235 миллионов рублей. И к 2025 году сумма задолженности выросла почти
до 250 миллионов. То есть схема выглядит такой достаточно замкнутой, да? Арест, остановка деятельности, рост долгов, что привело к банкротству и остановке вообще всей отрасли, получается. Сам Борис Романов прямо заявляет, руководство Алмаз-Энергетбанка намеренно пошло на такой жесткий сценарий, не выполнив условия договоренности, а правительство Республики Саха не оказало никакой реальной поддержки. Более того, по его словам, республика фактически отказалась от идеи развития собственной алмазогранильной отрасли, той самой, о котором годами говорили как о способе оставить добавленную стоимость в республике. И здесь возникает принципиальный вопрос. Республика Саха – мировой центр добычи алмазов, но при этом собственная огранка в республике фактически обанкрочена. Не делается ли это намеренно под одного человека, вернее, под одну семью, под семью Айсена Николаева? Известно же, что его жена Людмила Николаева, она как раз-таки сейчас со своей компанией, новой компанией «Алмар», занимается разработкой месторождений алмазоносных и с последующей добычей алмазов. Может быть, они имеют в планах заниматься огранкой алмазов, и для этого уже сейчас заранее банкротят другие предприятия, для того, чтобы остаться на этом рынке без конкурентов. На этом, пожалуй, все. Всем хорошей предстоящей продуктивной недели. Всего хорошего. Берегите себя. До скорой встречи.